яна добрая. Рады його знов барахліць. А ну, покажи. На. Глухинем. Поважанные товарищи, передає наш кореспондент з вёски Шкірдюки, у якой проживають усяго 3 жихари, але якія Павловна вибиває подушку, на якой бачила сьогодні цудовні сни. Баламут ти, Єгор. Уношу поправочку. Так як сьогодні субота, самий щасливий день у нашій героїні, бо вона з хвилини на хвилину чекає своїх дочку Юлію і зятя Віктора, вибиваючи подушку тим самим, рихтується до їх зустрічі. Помиляешься, сусед. Суббота и неделя, может, самые несчастливые дни. І у мене чекаю своїх, а не їдуть. Та я не у кривді. Люблю спокій, тишиню. Правди кажучи, ніколи не кривдися. Пошкодувати не пошкодують, а поважати перестануть. Раз, два, раз, два, раз, два, раз. У тебя что, сусед, своего двора нема? Раз, два, раз, два, раз. Нет. Ты чего сегодня так рано приперся? Лепш не доспать, чем переспать. Не досып, доспать можно, а пересыпа доспать нельзя. Ну, ну, качай мышцы. Хутка косить, сила ж потребна буде. Было б что косить. Корову не тримаем. А в саді траву збить багато, сили не треба. За мной не заржавеет. Так. Ну что, пойду я. Иди. Исти? Иди. Не, сусед, ты не просто так приходил. Говори, чего пришлепал. А на что у тебя насчет дров? На кон дров? Отмовилась я от дров. Зусим? Зусим. Змерзнешь, однако. Что будет, то и будет. Видать, намылилась в город на зиму. Нас там, а ніхто не чекає у тим городі. Твоя правда. Да. Так слухай, а може ти до мене, ці я до тебе? Что? Ну, у двоих теплей буде, не, як не. Ведаешь, что? А хотя, дай подумать. Вось, і я ж про тое. Это ж треба. Ты про что? Да все про тое ж. Старшиня сельсовета сказал, что хутка школу будут бурить. Дык дров на 3 зимы наперед хопить. Тебе, Павловна. Ты чего такое? Як ёсць. Ты зразумел? Обов'язково. А я ж дура старая. Да и погодилася. Ну і правильно. А потім прийшла додому, села снедать, ем, да і думаю, як гэта я, настаўніца, амаль 40-гадовым стажам, буду сядзець перад групкаю і спальваць у яе чэраве школу. Зерня ёсць. Свою школу, разумееш, сусед жаних. Першай справы. Ведаеш што? Ідзі ты, Егор, дадому. Першай справай, як ёсць, зерня маецца, а душі нема. У кого? Да не у кого, а ў словах твоих. Плявузгаеш, прям не ведаю. Иди додому. Додому. Иди, Егор. Та я ж на головне питання не отказала.
Я ж тебя на контрол спросил. Да, это бабы, я тип твою кочерышку. Добрый день, дед Егор. О, доброй раницы, Оля. Проходь, проходь, гостем будешь. Неколи гостевать. Я на праці. Ось вам програма ТБ. Ось дякую. І що б я робив, коли б не було гэтага тебе, не ведаю. Так, сумно ж у вас у Шкірдюках. Всього 3 чоловіки. Ха, а я думав, ого, кольки. Ну, а було б 100. Ну і що тоді? Все топтався тут у дворі в Павловни. Куди мені вже далеко ходити? А тут побач і ліска окрошка. А коли настроє, так і згарбузувати можна нечто. Ну про що ви то, дідуля? У яким сенсі згарбузувати? А ви яким хочеш. Хоч за столом, хоч на городі, хоч де. Нас мало, як кажуть, але ми тяльняшка. Ну добре, побігла я. Почекай, Вірчик. А що? Справа мається. Важная? Нема слов, яка важна. Присядь. Так поможи мне при Гажуне письмо написать. Не спешаешься? Не спішаюся. А кому? Своим я никому не пишу. Не отказывают тому, что... Ось. А тепер мало пишуть. Больше по телефоне. А у вас что, и телефона нема? У Павловны есть. А, ось бумага, ручка. Зараз. Ой. Ось. Конверт не обов'язково. Як гэта, дедуля? Вы что, жартуете? Як гэта без конверта? Да без тут, марки? тут близко, побач. Я ўсё зразумела. Ну, коли зразумела, малайчинка. Дедуля, так а навошта ж вам писать? Вы сходите, да и скажите. Занеси письмо, бо на слово у меня духу не хапает. Ой, добро. Так что будем писать? Диктуйте. Почекай, дай духом собраться. А так я буду в окенце назирать, як Павловна отреагує на моє письмо. Коли почне кулаками махать, тады осади назад. Павловна? Павловна. А коли письмо моє до серця прижме, тады смело йди Єгору свати. Ніколи я ще таких письмаў не разносил. Каб и без конверта, и без марки. Ай, так что будем писать, дед Егор? Ой, почекай, дай духом собраться. Чекаю. Ой, ось. Ось. Яна меня зразумее. А кто это? Полина, Полечка. 10 годов минуло, як пошла. А вы у молодости пригожим были, видать? У Листерка неколи было глядеться. Ой, так и поверу. По ваших очах бачу, что хлусите. Девчаты гужам бегали за вами. Хіба не так? Не все. Не усе? Може, хоть теперь не отмовить. Дык что, вам Павловна тогда и отмолила?
Не может быть. Можа, все можа. Хоць я і сам вінаваты, калі яна на настаўніца поступила, я і збочыў. Хто яна, а хто я. А Леска сама ліпла, ды не падыходзіла да маёй душы. Не комплект. Да про вас же роман можно писать, дед Егор. Иди ты. Ну, правда, правда. Ну, живый ж материал под ногами. А хто напише? Письмо і то не ведаєш, як скласти. Хоть правда так. А ведаєш ти, дівка, не будем ми нічого писати. Не будем. Передумали. Передумав. А з'явимося вдвоїх. Нечакано, негадано. Ось так. І все. А то одному ніяк боязно. Ну, прям не ведаю. Мне ж ничего не будет, коли что. Конечно, не буде. А мне якраз подпорка потрібна. Ведаєш ти, не, я калісьці до зубного лекара без своей Полины не ходил. А сядзіце на 10 за дзвярыма, і я адчуваю смялею тым паганым крэсле, і бормашыны не так баюся. Мужику заўсёды жанчына патрэбна, у любым выпадку. Без іх, без баб змарнець можна. Ну, а ты замуж собираешься ці як? Да за кого, дед Егор? Ты ж меня не сватаешь? Ты ж мяне не сватаешь. А чаго? Быў бы маладзейшы такі. І тупнуў, быць можа, не толькі ногой. Але ж марыць не шкодна. Ах, коли ж теперь усе хлопцы только и метять у ложек девку затягнуть. А то и что з гэтага дети атрымліваюцца. Яны ж у школе не проходили. А потом расти детенка одна, разнось вось письмы по вёсцы, да и лови косые позырки, да насмешки. Так что, мы идем, дед Егор? Пропади оно пропадом. Идем, почекай меня тут, я шанс, зараз. Чакай. Чакаю на дворе, дед жених. Поспешаться треба, дед Егор. Зараз, почекай, почекай. Чакаю. Долго збирається дед жених. Ось так, ось. Послухай, а може в полі саді квіток нарвати? Ну, як маленький, прям не ведаю. А як же без квіток? Авторитет не буде. Вы что, в первый класс? Ти что, идите? Ой, виходить, що так. Дед Егор, да у тебя ніяк ноги дрижать. Хіба? Дрижать, коленки особливо. А я й не зауважив. Ну, видать же. Може, и за угол одразу сходите, капотом перед Павловной на посмешище не выставится. Я дрен. Нет, хопить. Я ще ніколи не було такого випадка у житті, каб я коли-небудь пошту не доставила адресату. Ну, баба, ну огонь, роби, як бачиш. Хай дощ, хай сніг, а я при виконанні. Павловна, Ку-ку. Павловна. Ведає, що справа пахне керосином, тому і заховалася. Иду. А куди ти денешся? Ох, Ой, а я вам тут письмо принесла. Письмо. Так. Мне. Я так давно не отрымливала листов. Где оно? Докладней привела письмо. Привела Мгм. письмо. Мгм. А з якого гэта часу?
пісні стали ходить. З нядаўняга, притым як ёсць, живое, на 2 ногах. Ось, хто это? Ды гэта ж наш дед Ягор! Ой, а я одразу и не признала тебе, сусед. Богатым буду. А узнагород. Ого. За спини інших не ховався. Ну, із якого випадку гэта ти так сьогодні прибрався? Оля, ну скажи. Дядуля, у вас что, языка нема? Ой, язик мається, але що я і тоді в молодості боявся, і тепер. Ой, щось у мене голова закружилася. Присісти можна? Дык, ну, присядьте, дык я ж запрошала вас. Запрошали. А, ось бутелька моего виноградного. Ось. А это подсвечение об уздогородах. Тут 15 грамот похвальных листов. За бульбашку, за лен, за конопли. О, сапраўды, калісьці і лён вырощвалі, і каноплі. Ну, я пойду. Бачу, дед Ягор, усё ідзе добра. Што ідзе, Олька? Процесс. У жыцці кожнага чалавека, няважна, стары ён ці малады, наступае такі перыяд, калі яму трэба сказаць самыя галоўныя, самыя запаветныя, самыя светлыя словы іншаму чалавеку. Ведь это Оля была году 50 назад. Такі перыяд наступіў і для нашага деда Егора. Дорогая и поважаная Наталья Павловна, сегодня... Ой, Ой, воды! Зараз, недобре мне. Ой, А то- ой. Помри, не доживе до веселья. Ой. Поели. Ратуй. Усё буде добре, Павловна. Вам уже Ну. легче? Як тобі? Ой, легче. А что это ты хотел мне сказать, Егор? Дед, да до вас же звертаются. Говори, лучей. Говорят, то помруды не почую. Знайшов, не радуйся, згубив, не плач. Виходь за мене замуж, Павловна. Я згодная. Я згодная. Сегодня я привезла в эту хату самое счастливое письмо в своем житті. Ну, мне пора. Віншую вас, дед Ягор и Наталья Павловна. Ох, то ж, Олька, рано нас еще віншовать. Мы ж не расписались. Ты кто ж теперь расписывается? Молодые и ты его не хочут. Ай, Правильно, и мы будем жить в громадянском шлюбе. Ой, Егор. Разгубилась я вся. Ой, твар горить. О, правоть помнила, а то я дров принесу. Ну, не школу ж бурить, а? Я наша школа, памятая тысячи детей, десятки наставников. У ёй гучало столькі голосов и раптом развалить ее на дровы. Я б не бурив, але Я все разумею. Нема детей, а разом з імі школи. Але ж все равно шкода її школу, як і якого небожчика. Дивись, може, пробач Боже, не кожного чоловіка так шкода. так, життя, як лестниця у курватнику, і коротка, і обгаджена. Егор, ти їв що? Ел, але хочу поснедать разом с тобой. Ага. Ну так, то походимо у хату. Не, я тут почекаю. А, так, добре. Ти почекай мене, так? Я приготую. Да и только не молчи. Рассказывай что-нибудь, а я буду чуть. Ага, добре. О. Ой.
коли Витька мой малый был, по этой стене, пошли мы як-то с ним разом у грибы. Ну, я ему купил бутельку ситра, а себе бутельку венца. Тады храма якраз по дорозе была. Ну, думаю, посмажем сальца на дубчиках, на природе, красота, пригожость. Приходим с грибов, а он подшиванец такий каже: папа мне купил ситро, а что он пил, я тебе не скажу. Ну не паршивец таки, а? Ой, и где он зараз бадяется? То в Москву, то в Питер, то еще куды. И все мимо меня. Эй, Алька такая хоть близко. Говорю уже своей Полине: давай третья детенка заведем. Не захотела на вот что жебраков плодить. А яно потом житье и наладилось, и вверх пошло. Промахнулись одним словом. Ягор, заходь. Иду. Стоять, сказала! Стоять! Ай. Стоять, не падать, сволочь такая, стоять! Ах ты, вот стоять! От кольки їм горелку робила, а ён, гляньте ви, до гатой пори п'яний стоїть. Лизка, это ты кому загады задаешь? Стоять, не падать, а? Лев пошулял, да помог мне. А коли Ягор не допомагал? А хоть правда, а коли ж ты не допомагал, Олеж? Что, Олеж? Угу. Часом я зауважил, сусед, что допомагаешь ты частей заметным перекосом. А як это? А в этой той хате, что по левую руку. Так мужика завсюди налево тягнет. И прифронтился. Ой-ой-ой-ой. Гляньте вы только на него, а? Як у сваты ходил. Была справа. Давай, да помогу. Без тебя обойдуся. Эх, Лиска, я тебе твою кочерышку. Эй, баба. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Кур. Чому ж мені не петь? Чому ж не гудеть? Коли в моей хатце порядок и деть. Коли в моей... Ну, пробач, что служала. Спеваешь? Ага, Спевай. спеваю. Зайдешь я тебе, Наталья? Я ведаю. Бессоромница! Это что? Вы решили меня одну оставить? Совсем одну? Хто тобі сказав? Сорока на хвосте принесла, кто сказал? Ліска, ну гэта ж не сур'ёзна ўсё. Амаль гульня.
Не, гульня? Дык вы скоро так догуляетесь, что на порог не пустите. А давай будем разом жить маленькой коммуной. А? Не, вы только послухайте, а? Коммуной? Дык чому ж гэта ён при медалях ды при орденах мимо моей хаты пройшов, а? Чому? То у его спытайся. Правильно. Теперь порону все не получается. Да только один Бог ведает, як будет, а? Ну, а ты б что пораила? А з мяне дрэнная подказальница. Это ты у нас выученная. И что? Мне треба было сказать Егору. Прогнать, так? У лоб и прочь. Лизка, и он же нам свой. Ой, боже мой, ну як же это ж я, это я. Что ты? Ну что ты? А? Это ж я все життя марила ему кашулі стирать, який потом пахнуть, и ежу смачную готовать. А зараз гэта будешь что робить одна. Ты одна. А давай будем разом, а? Мы ж с тобой до гэтага часу Егора ж зусім не заўважалі по гэтай лінії. Ты про себя кажи. А зараз, як постарели, да мужоў своих похоронили, то и про Егора вспомнили. Что, не так скажешь, а? А нам без Егора будзе гора. Ты побач, ён же яшчэ дед які дужы. А на вёсцы, ну як на вёсцы обыйсціся без мужчыны, а? А крошкой меня прозвал. Ну як же так? Ну як же так, а? Это ж я ему ежу готовала. А она ему в рот не лезла, не смачная была. Так придумал некую крошку. Попить, Лизка, попить. Попить тебе кажу. Выпить нальешь? Налью. Ну неси. На здоровье тебе. Ну, дякую. А, то ж закусить что-нибудь. После третьей. Лиза! Ой, Лиза! Ох, ці не з глузду з'ехала гэтая маладзіца. Хотя б, крый Божа, навыкі на себе не наложила, а? А гэта ж я виноватая. Одна я ва ўсім виноватая, а? Ну вот навошта трэба было яго радзяліць нам, а? Навошта? Лизка! Лиза! Господыня! Где она появится? Не видно, что стих. А яна старая на прызбе сядзіць. Ты про кого? Ну як же ж про кого? Калі нас у Шкірдзюках усього толькі 3 чалавекі. Разумею, спочиваю. Ось, транты потиху починаю переезжать. Ой, ну прямо не ведаю, а? Спокусив ти мене, Єгор. Ну, колись ще ж треба було. Ліску соромно. Ой. Жили, як добрі сусіди, як звичайні люди. І раптом приспічило нам, а? Ой, Єгор. Ось кашуля колись у жураючих купляв собі на день народження. Ось. А ось
халіпе. Колись модно було. Ось. А ось боти з войска прийшов. О, добрий. Ось. А ось сандалі. Ось. Ой. Ой. На больше не заробил. А, ось кашуля. Ой. А, вот шляпа. Ось. Ну як не йти? Ой, Егор, я себе места не знахожу, а ты мне про шляпу. Да. А крошка опомнится, да. І ще зготує нам холодник, да не такий, тільки я не на зуб. Як тоді живий остався, і зараз не розумію. Що було супроть мене? Двое суток не виходив з-за угла. Ось. А ось лялька. О, это внучка Вероника подарила, каже, на, дед, будешь мяне вспоминать. Коли в город отъезжал. Ну. Ну так что, прымаешь тени? Не, Егор, не приймай. Живи один. Я жартую, але я серьезно. Серьезней не бывает. А что ранее молчала? Ой, Так. Егор, Листушка, да. Яна ж загнется без нас. Яна ж усю життя тебя кохала. И теперь кохает. Я это добре ведаю. А я тебе. Так что? Да где та середина? И на что я шо гэты цяну, гэты транты сюды? А? Ну, Вот. Хай память остается на веки. Неколи ходили тут ягоры деваки. Єгор, ти не сиходь. Не треба сиходити. Як розуміти? Ну як? Будемо жити далі, як і жили. Ягор любить конкретность, певность. Я не могу одразу на вас двоих жениться. Не могу. Так і не женися. Не треба жениться. А коли Ягору приспичило? Як? Я не могу. Так, я не бабник, але я хочу, чтобы было все по закону, все правильно. Ой. Слухай, Єгор, я ось спитати тебе ще от все хочу. Питай. Дик это що? Я тобі ще як жінчина потрібна буду. А на что мне мужик? Мужик я и сам. І спать будемо разом? Обов'язково. Ну як тобі не соромно, а, Єгор? Хай буде соромно тому, хто в мої годи женщин боїться, як огню. Тише, Єгор. Хоча близько не почула, тише. Ну дай я до тебе пригорнуся тоді. Ось. Хай лепш быть нахабним вечором, чим утром і даєтом. Аліска, Аліска, пробач мене, Аліска. Здається, я здурнела під старость. Ой.
Ліза. Я. Тебе чекаю. Чого ти тут стоїш, а? Денничать треба. Яни ж там, удвох. Сама бачила, як у хату завел. Ага. І як вовк овечку. Згроб. І бувай здорова, крошка. Вот тебе, Лізка. Тетка Лиза, вы не хлусите? Это правда? Да я тебе говорю, твой батька решил жениться на Павловне и перейти до ее жить, а свою хату Юльце отдать под дачу. Вот этим вухом я чула. Ага. Так зрозумела? А Юлька не ты, зрозумела. она знает, что робить. Зрозумела? Зрозумела. Так вот, девка, денничай, коли не хочешь остаться вот с таким носом. О, Анька, что я тебя хотела попросить? Мог ты его забрала бы в город, на зусим, ага? Ну, а хату его продала. Хата в его, вот, цацка, дачники схопят одразу. А тебе ж кожная копеечка в городе потребится, а? Я подумаю, тетка Лиза, подумаю. Дякую вам за информацию. Ну, свои люди, разберемся. Есть у меня одна идея. Ну, добре, не буду перешкоджать. Денничай, Валя. Денничай. Добро. А крошка, мать твою, дай поспать идти твою кочерышку. Что, может, так, крошка, бяки не объелася, ти что? Ты, Лизка, мать твою, ну, не стой по дверям, не гуляй кошки-мышки. Не ты годы, понимаешь? Ну, кому сказано? Тата, это я. Ты чинишь? Ты там чем займаешься? Ты? Тата, татулечка. Вспомни черта, и он тут, я б тут. Таточка, як я тебе люблю, пробач, що так довго мене чекав. Ты откуда такая взялась? Ой, а ось і взялася, а ось і з'явилася. Вау! Знайомая попружка. Не раз мне ее дитинство перепадало. Давай допомогу. Ты проездом, тияк. Ой, шаленым ветром занесло. Як. Ходи сюди. Зерни туди на дорогу. Ух ты! А ти думав, Твоя? чим ми горше за інших? Машина супер, батька. Так що збирайся. Куды? У город. А что я там буду робить? Ха, а ти не здогадався? Унучку будеш нянчить. А кто их будет нянчить? Кого їх? Девок моих. Павловну, окрошку. О, Ну, поеду я до тебе в город. Послужу там казочником. А гнездо, а хата моя, что стоит у шкирдюка, развалится. Студня брудом заплыве. И что тады? Ну что молчишь? слухай, батька, ну їдуть же інші. Маті, батьки до інших і нічого живуть. Я наедуть, а гнездо помирает. Ветер по полям разносит. Слухай, тата, ты что, 100 годов собрался жить? Ты что? Сколько мне отведено, столько и буду жить. Таточка, пробач мене, пробач, не подумала, сказала, пробач. Ничего. А з Павловною тебе як? Серйозно? А як ты думаешь? Я? Ты? Ой, батька, не ведаю. Ну что, пошли в хату. Ой, пошли, лепш пошли в хату.
дайте меду, отравлюся, а ковбасы повешуся. На вино чула? Якою ще новину? А ти здогадайся, якою? УЗІ показала, весілля буде, так? Да ну тебе, я в город езжаю. Як? А ось так, назусім, коли-небудь приходить конец усьому. Дик не чутно було, каб помер. Так он у город отъезжает. Назусім. Назусім. Дик не казав, быццам бы і не збираўся нават. Ха, гэта у цирк збираюцца і назад вяртаюцца. А ён ад'язджае назусім. Не дуры, Ліска. Ха, сидіць нічога не бачыць, не чуе. Выйди, глянь. На дорогу там, Што каля там? хаты. Что? Погляди, хто там. Сидиш, не чуешь, не бачишь. А, Машина. ну так я ж тебе кажу. Ты стаіць якраз насупраць хаты Єгора. А я про что? Ну, А хто гэта? я кто? Анька. Анька. Ну, приехала, а я-то иду мимо, а она стоит курить. Да и кажет, это ж приехала тетка Лиза, за батьком в город забираю. Ну, она, як вам машина, пригожая, блескучая. Ну, а что я скажу? Пригожая, блескучая. Вот. А где взяла? За что? А? Хай з'їжджає. Може, йому там у городі і лепш буде. Это у Аньки. Ну, раз Анька прикатила, то у яе, у Аньки. Да чує моє серце, що довго ён там не протягне. Од нуди помре. А ён ось такі-сякі речі вже до мене перенес. Там у кутку мішок стоїть. Дык што, у яго і рэчаў толькі ўсяго адзін мяшок? Казав, що ёсць ще один. А другі каму? Ды ўжо, Ліска, мабыць, нікому. А ведаеш, Наталья, і добра, што ён ад'язджае. І не табе, і не мне, і не крыўдна. Усё. А што ён табе вінен, скажы мне, а? А табе што? А ён сам вправе выбіраць. Немалое дзіця. Ды і на шыі да яго, а ніхто не вешаўся. 100 грамм нальешь? Налью. Ну, это другая Так, справа. мо, зайдеш? Не, я тут. Ну, бывай здорова. На здоров'я тобі. Ну, не взяло. Ой, як. На, ще криху. Ну и бывай здоров. І тобі на здоров'я. Ой, и тепленько пошло, не что такой. Але взяло. Ой, А далей що? спевать хочу. Спевать хочется. А давай, Наталья, мы с тобой заспеваем. А знаешь, какую песню? О, помнишь, как мы ходили в клубе, мы молодые были, да и потом мы шли с танцев, спевали, да такие песни задушевные, свои, не то, что зараз пьют. Так вот, про вишню. Ну, давай. Зеленая вишня с-под короня вышла, не дай мне, мамка, где я непривычна. Поехал, Дай мяне, мамка, где я непривычна. Поехал и не развертался, Егор. як вийду
Ой, гляну додому, вари мати вечеру, ще й на мою долю. Поехал. А туди йому й дорога. Ты думаешь, мамка, что я тут не плачу? За горькими слезами я свету не бачу. И без капелюша поехал. Вот як он буде у тем городе без капелюша? За горькими слезами я свету не бачу. А что это у вас за свято сегодня? Так у нас кожен день свято, а кольки нам, бабам, треба для радости. Разумею. А ты уже приехал. А ты уже что, Егор, поспел вернуться? Да в лісці там под вишнями выкосил. Завтра себе выкушу. Ха, а у кого вы это у себе? Тут? Чи там? Як хочеш, так і розумій. Розниці великої нема. А викосив в опошню чаргу у ліски, так гвалт, такі подиме. О, який гвалт буде! Только знаете. Яна может. У Москве до Китая смогла отличиться. Это коли. Як гэта ж давно было. Это, мабуть, тады, коли до споткання к Ленину ездила у Москву, Ага, гэта ж у мавзолей. у мавзолей. Гэта ж милиционеры. Я никто не ведает, кто такая окрошка. Да не пускает меня в мавзолей. Это меня не пустить. Стойте у черзе отстояла. И не пустить. А? Меня, передовую доярку, да выбрали в районную делегацию, чтобы ехать в Москву, а они меня не пускают, а? Это ж треба. А тады ж, поехали мы, а бабы говорят, Лиска, купи нам трусов. А тады ж у Шкирдюках столько баб было, ой много, ой много. Ага. А купить-то не было для чего. А купить трусов. Ну я их купила, аж на 10 пар. Да вот таких вот, ну як они назывались это, ну, теплые такие на резиночках. Панталончики. Ага. Правильно, вот. А бабам что, тепленько было. Ну я и купила аж на 10. Ну, изложила, иду на 4 мавзолей. А тут милиционер кажет, женщина, с клунками в мавзолей не можно, сдайте в камеру заховывания. А где я тебе возьму твою камеру заховывания? А, вот, иду я мимо с клунками. Правда, бачу, камера заховывания. Я поглядела, 15 копеек коштует. Пошкодовала я 15 копеек. Ну и дура баба, господи. Ну а что робить? А ей треба выкрутиться. Говорю, бабы, подыходьте, окружайте меня. И мужиков несколько было наших. Окружили меня. Я эти панталоны на себе усе понадевала, и вот такая стала. И мячиком укатила в мавзолей. А милиционер что? А что милиционер? Засмеялся, да и отвернулся. О, как, меня. Так, я пойду ж послухаю. А вы пока посидите тут, добре? Ай, ну, добре, посижу. Ось так, Лиза. Ось так, Егор. Ось так, Лизка. Ось так, Егор. А просклоняй мне, я иду по ковру. А як это? Я иду по ковру, ты идешь по ковру, мы идем по ковру. Грамотный став. Напевно, тебе Наталья Павловна научила. И нас училка. А что ты сегодня ела? А то, что ты ел. О, а я думал окрошку. Ну и падла же ты, Егор, бессоромник, нахлёва! Идти твою кочерышку. Ух.
Лиза, проходь, проходь. Добрый день, тетка Лиза. Ой, добрый день, але можно я крошка? Не маю права, я при виконанні. Ой, ну ось вам, молодые люди, програма ТБ. О, Ось. дякую, А ось дякую. квитанции за свет, за газ, за воду. Разбирайте. Сейчас разберемся. О, дякую, А дякую. было б за что. Ну, я поехала. Мне еще 3 вёски объехать треба. Ну, з Богом, Оля, з Богом. А, забылася сказать. Школу бурить не будуть. Ой, дякую Богу. А навошта її бурить? Школу бурить. Зараз дров тільки у лісі, тільки не лянуйся. Не лес, а полоска пирожков. Скажите Павловне, и она узрадуется. Добре, Бабуль, добре. Ага. У вас тут дров хапає, а в мене? А, Ось. Вам добре. А я должна там змерзти. Это тебе все, это мое. А ось пирожки мои с капустою. О, Почастуйтесь. Батька у тебе господиня. О, ага. Ты кветки прибери, поставь в вазу, а то повянут. Нехай полежать. И Вот квитанции вот. свои На. забери, бо згубишь. Нехай полежить. Хай лежит. Ну, частуйтесь пирожками, частуйтесь. А с чем яны? С капустою. Ну, кто любит с капустою, а я не скажу с чем. Ну, як вам мої пирожки? смачные. То ти ж ще не поспробував, а вже кажеш, що смачні. А у тебя все смачное. Иди ну Хрустеть не тебе. буду. Та ну тебе. Його. Чего в школу не будешь бурить? Чого? Школу бурить не будуть. Які будуть в школу? А раптом діти пойдуть. Буває ж таке? Ага. Бывает, всякое бывает. Я тебе скажу, всякое Ну. бывает. Это же я дала спать. Ну, Крутилась и крутилась. Можете? А я може нема. Так покрутилася, крутилася, да і лягла спати. Ой, а мене як-то на могилки потягнуло. Ой, да ще рано туди, Єгор, не списайся. да. Не поспіємо ще туди. Все могилки обійшов, з Полініної почав. Кому поклонився, з ким привітався, у кого пробачення попросив. Всі ж курдяки туди наші перебралися. Ой, да что ты вся просумная да просумная. Ай, Ну, хай покоится с миром. частуйся, Егор, частуйся. Поехал я в район, у поликлинику, Ага. анализы сдавать. Сустрел там одного деда с соседней вёски. Ну, и он зашел к доктору и каже: докторка, коли я починаю займатися тим, що зараз називають сексом, Ну, і тобі не соромно, Єгор, а? так розказувати чи ні? Ой, рассказывай, давай. Ой, ну вже сказав А, то кажи і Б. Ну так каже, докторка, коли я починаю гэтай справой займатися, що називають сексом, у мене сильно шумить в ушах. А доктор отказывая: это, дед, бурные и протяглые аплодисменты. А боже ты мой! Ну и дед. О, добра, девки у нас, маленькая вёсочка, красота, пригожусь, тишиня и спокой. Нас Бог не покривдил. Тільки ось не усі це розуміють. Мой любимый куточок звичайний, знаю, ёсть на свете
першая земля, только мое сердце выбирае гэты, коли яго цісне смуток и журба, только мое сердце выбирае гэты, коли яго цісне смуток и журба. Я сорву пролеску раннею весною, даль засеребрится ранешней росой, опьянить обниме белый свет чарому, приголубить ветер свежестью лесной, опьянить обниме белый свет чарому, приголубить ветер свежестью лесной. Ой, пойдем, а? А, ну, пошли. Я тебе допомогу занести. Так поможи. Так поможи, моя. Ой, я пойду. Пойду, да. Сметанку забирай свою. И Егоровы я забрала его. Ну, то, вот. Не-не, я не пойду. Побегу додому. Дякую тебе. Дякую. Побегу. Не пей эту воду. Состоялась она. Я в Павловне живу, там пью и ем. А хоть я тручусь, а хоть и что хочешь со мной зробить. Хай потешатся сволочи. Откуда ты такая взялась? От верблюда, батька, от верблюда. Все, нема у меня больше дома, нема. Лёлька выпроводил меня. Усе речи на лестничную пляцовку выставил. А внучка Вероника дед тоже выпроводил. С ним засталася. Сама ее не отпускает. Ой, кто там ведает, уже ничего не разберешься. Ну так тебе ж не так просто с хаты выкинуть. Ну ты справа, что можно. Як можу? Отсуди свои метры, доживи. Да. Квартиру ему маці подарила. А подарунок, батька, есть подарунок. По законе его ніяк не отберешь. И засталася я... У разбитого корыта. Догулялася. Эх, дохулиганилася. А я ведал так, что будет. Ну, говори, не хныть, говори худшей, все равно дознаюся. Да я ведаю, батька, ведаю. Но Я Сережу покахала. Сережа, а чем Леонид дрэнный? Не пье, не курит. Да вось не ведаю, батька. А Сережа наоборот. И смались, и пье, ну не ведаю я. Реши, жёг обещал развестись. Чем далее в лес, тем больше дров. Ну, что робить будем? Батька, ошукав ён мяне. Ах, разумеешь. Ну, так что будем далее робить? Ведаю. А ты на машине ці як, щось я не чув. Ой, батька, разумеешь, беда не приходит одна. Нас с собой другую привела. У аварию я трапила. Так что будем робить? Ну что? Да поможешь отремонтовать. А потом тебе надо отремонтовать. Ой, батька, Витька не з'явився там часом. мовчить, Витька. Ничего я уже про его не чую. Давно. Ах, шалопутный, ай, шалопут.
Ну что, ходим пешу. А до вашего агрогородка километров 5? Это для тебе 5, а для меня все 15. Зніму гроші, що на смерть собрав. Мо на лаві довго лежать не буду, світ не без добрих людей. Дякую тебе, таточка, дякуй. Ну что, пошли? Пошли. Пошли. А где твоя? Что? Пала на где? А здесь ты тут 9 быть. А что ты хотела? А что же, завести не можно? Это Анька приезжала. Приезжала. Бабка не на машине, наездилась уже. А куда она тебя еще не водила? Присядь. Я постоять остановлюсь. Присядь. Ну, присела. А я постою перед А? тобой. А что за гонор такие? З якої нагоди? Давно хотел с тобой поговорить, Лиза. А мать с того часу, як на Полине оженился. Пробач ты меня за все, что здарилось. Як гэта? А ось так гэта. Бачу, что ты до меня всем сердцем тягнулася. Але ж не подыходила до моей души. И на твар добрая, и телом добрая, але ж душа не прямая. Ай, ось так и в городе, коли бачишь другую пару, и он крокодил, и она красавица, ти наоборот. А что далеко ходить, а у нас уж Кирдюка другий раз не в очи выбирают, а сердцем. Ось, Полина, скажешь, пригожу не было. А не мне пораўноўваць? Ты пригожей, нема слов. И душа в тебе мягчей, и на працу тягевитая. Але ж почекав, полюбил На. я ее. А то я не ведаю, як гэта все было. А что ты ведаешь? Усё ведаеш, мать чаго? Ни черта ты не ведаешь. Не. Гэта ж як Павловна поступила на учительницу. На наставницу, это ж тебе тады наставница-то человек. Яна ж тебе адмовила. Кто я, мовляв, а кто ты? А? Ну что молчишь, не так было? Ты сам сбочил. Становище. А тут Полина подвернулась. Бери меня замуж на злость усім ворогам. А веришь, я и сам не могу растлумачить, як усё здарилося. Проводив я її, поцеловал, а потом мне як само вырвалося. Выходь за меня. Она и погодилася. Ну, дык чего ж ты меня не провел? Може, и я дозволила себе поцеловать, а то Полинин поцелуй вельми смачный был, а? Да так. Не сошлися, зорки, Лиза, не сошлися. От что ты домогся, Ягор, у своим семейным житті? Ничего не домогся. Як ты прожил? Полина ж тебе не давала слова сказать, ты супротив її не мог ничего сказать. А крик стоял на всю округу. Усе ж кирдюки гэта бачили и чули. Ага, сказала она белое на черное. И ну и было белое, а? А я потемнее простосовався. Думав, так і треба. Але ж
Белорусы такие народ, что посади его на доску с цвеками, и он покрутится, поматюкается, ты и махне рукой, думая, так и треба. А мне так мой и руки давал раскрыть. От как их с Полиной собрать у двоих, шкирдики б давно б разбеглись. Вот тебе кажу. Але вот, добре, что я со своим Мишком больше детей не народила. Один сын, да и то не плохо. Боже мой, Боже. Пробачь меня, Лиза. Яблоня от яблони далеко не падая. Правду ли тебе кажется? Пробачь меня, Лиза, пробачь. И это все, что ты хотел мне сказать? Все. Ну, дякую тобі. Дякую. Нема за что. А дозволь и мне тебе признаться. Ну, слухай, коли ласка. Вот, кольки себе пам'ятаю, кольки живу на белом свете, и все життя думаю, якой бы я с тобой счастливой была б, Егор. Ура! У меня для вас две новины. З якой почнем? С доброй, с доброй. Они обидві видатные, дед Егор. Оля, не тягни. А вось якую перший достану, тая и будет першая новина. Вам, тетка Лизавета. Мне! Вам. С Москвы. Мне, боже ж мой, мне! Напевно, мавзолею вспомнили мне, а? Ну, не ведаю даже. Вас запрошают на программу «Чакай мяне». Где? Там скажут тебе, где. Сын знайшовся. Ох, боже ж мой, ох, боже ж мой! Гэта ж треба, а? Гэта ж я уже не ведаю. Я так до вас з усіми привикла. Все як родные стали. А ён зараз приедет, возьме за руку, поведе в Ощадкасу, забере всі гроші і як? Вы что, не рады? Ой, конечно, рада. Гэта ж сын, а кожнай матері сын. Гэта самый лепший чалавек на свеце. Гэта ж яна... Ой, сынок мой. Ён у вас Боже такі мой. пригожий. Да, ой, Володька, Володька, приезжай худший, сынок. Я тебе вельми чекаю. Приезжай, мой. Я за тебя радую. Боль, колькі гадоў. Прошу. Ось тады распішыцеся і атрымлівайце. Дай ручку мне. Ось. А где расписаться? Тут. А другая новина вам, Наталья Павловна. Нет. Можно зачитаю? Читай, Олька, читай. Поважаная Наталья Павловна, с днем народжения вас! Живите и далей так открыто для людей. Живите так, поважаная именинница, каб вы могли еще вельми долго похвалить кожный прожитый день. Зычым вам шмат здоровья и великого светлого кахання. Ваши вучни. Ой, тихо, не падай, не А, падай. давай распишуся. Ой-ой-ой. Это ж треба. Я ж зусім забылася, что у меня сегодня день народжения. А это ж усё Егор виноваты, га? Ох, Егор. Валіться все на Ягора. Ягор все витримає. Хороше моє. Опа, батька, ти що, одразу на двох? Становище такое. А витримаєш? А куди я денуся? Один мужик на селі. Ну, тоді вам. Дарите дело. Ой. А нам без Єгора буде горе!